попросим послушать от Алены Борисовны. Пожалуйста. Серебряный директор. Серебряный директор. Добрый вечер, можно сказать, уже 3:30. Меня зовут Алена Борисовна. Я мама многодетная. У меня 4 детей, взрослых. Так, 2 внучки. Я еще бабушка, кстати. 2 внучки и 1 внучок. Так, результат, наверное, умножили. Так, это в каком году? В 2022 году, если не ошибаюсь, я уже сейчас уже позабыла, потому что он уже выздоровелся, но могу и ошибиться. Так, у него внезапно выявили сахарный диабет. Ну, точнее, он сам выявил, да? Пошел в больницу. Он внезапно, когда сахарный диабет появляется у человека, да, после 50 лет, оказывается, как ему стукнуло 50 лет, и он внезапно исхудал, быстро-быстро, за месяц буквально. Он весил 86 с чем-то, и за месяц скинул, стал 67 кг. И он удивился, за короткое время он так почему исхудал. И он подумал, что он заболел чем-то. И поэтому он, конечно же, меня взял с собой, и мы пошли в больницу. Он полностью там показался, сдал все анализы, и сказали: вы космонавт, все анализы хорошие. Только сахар нашли. Сахар у него тогда 29-30. И врачи не проверили. Все анализы хорошие, а сахар у него 29-26. И сказали ему, чтобы он повторно сдал на сахар анализ. И он на завтрашний день пошел, он сам да не поверил. Позвонил всем своим родственникам, спрашивал, у кого сахарный диабет был, сестрам, братьям, ни у кого нету рецепта. И поэтому он обрадовался, что у него уже сахарного диабета не должно быть. И пошел повторно сдавать анализ на сахар. И что вы думаете? Он пошел, сдал, и у него сахар 26. К сожалению. Но он тогда поверил, что у него сахарный диабет. Врач сразу назначила инсулин. Таблетку ему не назначала. Сразу написала рецепт. Оказывается, там бесплатно выдают инсулин. И он стал колоть инсулин. Тогда начались вот эти страшные дни, месяцы. Мы, конечно, ругались, потому что он страдал. Он понял, что я уже скоро умру. Ну, вот такие были ассоциации. Ну, кто обрадуется, да, когда у человека выявляет сахар еще с такими цифрами, да? 30, 29, 26. Это ужасно в то время было. Потом я ему давала нанобальзамы в то время. И он пропивал какое-то время бальзамы. И ему еще это сказали, диету соблюдать, да? Вот это нельзя, вот эти продукты нельзя. Короче, все запрещалось. И он спросил у врача: тогда мне что можно кушать? Такой вопрос возник. Врач говорит: белый хлеб нельзя, черный хлеб чуть-чуть кусочек можно, исключи все макаронные изделия, картошку нельзя, что еще там, жирное нельзя, жеребятину нельзя, сало нельзя, а он очень любит сало, он же мужчина, да, поэтому любит сало, жеребятину, мы же якуты, поэтому без жеребятины не может быть, особенно зимой. Это наша национальная еда.
Вот. И, короче, у него начался стресс. Я ему даю нанобальзамы, он пропивает, и он все равно говорит, мне не помогает. Зачем мне твои нанобальзамы? Это, наверное, БАДы. Он еще у меня скептик, и сейчас же скептик. А я все равно потихоньку даю ему. Пьет, прибивает, какое-то время проходит, инсулин все равно колет себе. Он же очень верит врачам. Медики должны спасать, врачи должны спасать больных, поэтому он в то время верил только врачам. И мы пошли потом, да, к врачу показаться. И сахар тогда у него, сколько там было, 20 с чем-то. Я обрадовалась, ура, про себя говорю. И невзначай хотела похвастаться, наверное, да, в то время. Я же тогда только начинала в бальзамах работать, поэтому я врачу сказала, 20 стал, да, сахар, говорит. Это потому что я ему даю нанобальзамы, да? И врач говорит, какие бальзамы, какие нанобальзамы, они, наверное, сладкие. Нельзя ему давать, ни в коем случае сладкие нельзя. Противопоказано. И он как это услышал и говорит, все, это все из-за нанобальзам, говорит мне. А я такая, блин, зачем я с ним пошла туда? Но он без меня никуда. Поэтому пришлось с ним идти в ладе. И потом выхода не было. Мне очень было обидно, что он не поверил в нанобальзамах. Я работаю в ладе и хотела ему как лучше, чтобы он выздоровел поскорее, а не колол себя там, инсулинами. И 2 вида было. Дневной инсулин и ночной инсулин. И каждый раз перед едой себя колол. И это мне было больно. Смотреть на него со стороны. Аж даже плакать хотелось. Такая плохая болезнь, оказывается. Никому не пожелаю. Кто не застрахован от этой болезни, можно сказать. И потом я нашла выход. Я прихожу сюда, рассказываю своим девочкам, так и так. У кого-то, может, есть от сахарного диабета, спрашиваю у девчат, от сахарного диабета, может, у кого-нибудь есть результаты, отзывы хорошие. И мне откликнулась Анастасия Сусалданского ВУЗа, Герасимова. Вы если знаете, да? Серебряный директор в статусе. И, короче, я с ней поговорила, и она мне дала номер своего партнера. И это время было как раз весной. Дороги не было, потому что они не могли видеться с моим мужем. Поэтому я подумала, поговорила и их состыковала, и они поговорили через онлайн. Здорово. И они поговорили, она рассказала, эта женщина, как она избавилась от сахарного диабета за короткое время. И после этого рассказа муж говорит мне, если она смогла, если эти нанобальзамы, твои, говорит, как будто я сама выпустила деньги, твои нанобальзамы ей помогли оздоровиться, то почему бы мне не помогут вот эти бальзамы твои? Давай, дай, говорит. И он начал пить, пропивать, потом постепенно начал пить смарт. И он полюбил этот смарт, до сих пор пьет. И сейчас у него сахар 5, 7, и кушает, не колется. Он уже забыл инсулины. И сахар у него только 7, 9. Иногда только 9 бывает. Диету соблюдаешь, да? Диету вообще не соблюдает. Сало, олов, колбасу и все подряд есть. И он сейчас крупный, больше меня. Все души. Он тогда вообще тощий был один от сахарного диабета, а сейчас он уже много. Вообще при приеме вот этих препаратов диету надо соблюдать, нет? Нет. При сахарном диабете нет.
Он не соблюдал. Он вообще непослушный, оказывается. Я думала, он такой послушный, только врачей слушает. Просто вкусовые пристрастия меняются. Меньше сладкого начинаешь кушать. Ну, как бы, меньше начинаешь кушать. Да, да. Вообще, меньше. Организм уже сам. А я там мяско. Явно. И эти инсулиновые мощные, да, там лежат в шкафчике. И дневные, и ночные. И таблетки он вообще не пьет. Очень большой. Он только вот это смак пьет, потому что он же один. А вот этих странное, там он все время трудится на работу. И с интервалом уже пьется. Ниже парочка идут. А вот это без парочки. Поэтому он очень обожает. День один раз. А? Один раз в день. Нет, он утром и вечером перед сном. А то Павел Спринглер. Павла Спринга он пил, но он про Павла Спринга не знает, потому что я все время брызгала на 19-литровой руки. Как это бутылка? Ну, пьет. Вот, все. Спасибо.